тебя знают как Кукоша. В какой-то момент сделала себе ник Коко Мадама, ну просто в шутку. Вернулась в Абхазию ты буквально вот несколько лет 2 назад. года назад. И в Москве ты так отвыкаешь от того, что можно встретить на улице доброго человека, человека, который тебе улыбнется, который с тобой поздоровается. В Абхазии это такая тема номер один, мне кажется. Смелее, 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 давай, давай, решайся, смелее. Я как выпотрошенная после всего этого. Я хочу, чтобы ты раскрыла скобки. Глупый цензор в голове, он меня, конечно, душит регулярно. Сана Тарба. Да. Все тебя знают как Кукоша. Если быть честной. Да, вот мне интересно, давно ли тебя так называют, и откуда вообще появилось это прозвище? Такое замечательное имя, мне кажется, Сана. Нет, Кукоша тоже тебе подходит очень, конечно. Ну, это такая давняя история, еще началась, когда я сидела ВКонтакте, у меня был ник Коко Мадама, это постыдная история, господи, я не думала, что об этом придется говорить. Ну, у меня есть любимый аромат, раньше я пользовалась духами Коко Мадемуазель от Шанель. И был прикол в Мадагаскаре, когда король Джулиан танцует в кокосовом лифчике. И он говорит: я мадама, я мадама. И меня очень прикалывал этот момент. И я в какой-то момент сделала себе ник Коко Мадама, ну просто в шутку. И все прикрепилось. И вот сколько лет я сидела ВКонтакте, у меня уже потом как-то вот как нарицательное стало, приклеилось ко мне, все стали говорить Коко, Коко, Сосо, Сосо еще прикол иногда, и Кукоша появилась. И потом, когда уже появился Инстаграм, я когда выбирала ник, я так просто как-то тоже, мы же регистрировались, тогда вообще даже не знали, что такое Инстаграм, что это будет. Просто так на пробу. И я написала Кукоша. Все. Пошло-поехало. И с тех пор как бы, ну и закрепилось, никто ничего не менял. Мы тогда все, когда регистрировались, наши ники так и остались. Там это какой был год? Давно. Все, и с тех пор многие даже не знают, что меня Сана зовут. Ну, те, кто по Инстаграму меня знают. А чаще называют как? Не, ну те, кто знает, как меня на самом деле зовут, они говорят Сана, но те, кто в Инстаграме, с кем я общаюсь, часто так и называют Кукоша. Как давно творчество появилось в твоей жизни? Или оно было всегда? С чего все начиналось? Было всегда. Даже вот я думала, когда началось это, но я не могу сказать, что это началось в какой-то прям определенный период. Нас с детства родители поощряли, отдавали на кружки, на всякие секции. То есть я не помню период своей жизни, чтобы я куда-то не ходила, чем-то не занималась, помимо там школы. То есть если сейчас дети ходят там на математику, на прочее, помимо школы, да, то есть с 1 класса у них какой-то прям бум этих занятий от А до Я. У нас тогда не было такой необходимости, плюс я росла в Москве большей частью, и школа давала все необходимое, можно было просто параллельно как-то творческие именно вот эти навыки как-то воспитывать и развивать. Я всегда ходила на танцы, на лепку я тоже помню, один раз ходила, мне не понравилось, ходила на рисование, к нам приходила на дом учительница, занималась с нами. Мой папа сам хорошо рисует от природы, то есть он очень классно рисует, ну просто врожденное вот такое. У меня, кстати, никогда этого не было, врожденного вот таланта рисовать реалистично. Для меня это, наоборот, сложно. Мне вот ближе абстракция, какое-то вот больше эмоциональное, что-то такое. Ну и вот, моя мама дизайнер тоже, ну, ландшафтный дизайнер. То есть у нас, в принципе, творческая семья. Папа плюс играет на пианино, на гитаре, мой дядя то же самое. Ну, не знаю, со всех сторон как-то. Естественно, я тут прошлась по твоему Инстаграму, и мне попался один твой пост знакомства, я как поняла. Ты пишешь о том, что ты сложный человек, мир окружающий воспринимаешь тоже сложно и запутанно. Творчество — твой способ понять, распутать, упростить свой мир, узнать себя, прийти к свободе быть собой. Я хочу, чтобы ты раскрыла скобки. Было сложно всегда воспринимать все. То есть, не знаю, может, потому что я очень чувствительная или очень эмоциональная. И вот это все, любое событие в моей жизни, причем касающееся не только меня, но и людей, меня окружающих, я всегда переносила на себя.
Это вот только вот сейчас с возрастом я поняла, что так делать нельзя и не надо, но мне казалось, что так и надо. И поэтому, естественно, вот это вот обуреваемое вечно какими-то, в том числе чужими эмоциями, чужими чувствами, как-то вот, не знаю, может, это какой-то уровень эмпатии или чего-то, знаешь. Но когда ребенок, ты же не контролируешь это, ты не умеешь этим управлять, да? Ты не понимаешь, там, что тебе стоит на себя переносить, что не стоит, чего нам надо, наоборот, себя оградить. Ну вот я не могла с этим разобраться, мне было сложно по детству. И вот как-то в какой-то момент меня затянуло в такой процесс самопознания, и я как-то стала не то что вовне, а больше вовнутрь копать, и с собой разбираться, узнавать себя, пытаться разобраться, там, почему в какой-то ситуации у меня вызвало это такие эмоции, почему отреагировала так, почему мне сложно переносить эти вещи, проще там вот эти. Ну, это все, я, в принципе, человек любознательный, и да, это такой процесс, то есть он начался очень давно, но теперь, когда ты еще мыслишь о себе как художник, и, то есть у тебя вообще не остается никакого компромисса. Это бескомпромиссная тема. Если ты решил стать художником, я уверена в этом, надо быть до конца честным и искренним, в первую очередь, с собой. Иначе все это, вот это позерство, либо лукавство, это все проявляется в том, что ты делаешь, и просто нивелирует любую ценность того, что ты делаешь. Я считаю, что во главе всего всегда должна стоять честность. И это честность с людьми, честность с собой. И вот, наверное, про это. Если человек по натуре художник, не обязательно по профессии, потому что вот это разные немножко вещи. Если человек по натуре художник, так и должно быть. Потому что художник — это тот человек, который тонко чувствует этот мир, то есть это какой-то определенный такой уровень вот этого восприятия, и в этой тонкости, эта острота, наверное, восприятия, она и позволяет художнику транслировать какие-то важные вещи через свое творчество. Ну, я не знаю, художник, я думаю, это не только человек, который там живописец или скульптор, это разные люди, это просто такой склад, наверное, личности, тип личности художник. И есть, конечно, шаблоны, есть стереотипы, частично они совпадают с тем, что, например, я себе представляю, но все равно каждый человек уникальный и неповторимый. Есть люди абсолютно открытые художники, коммуникабельные, экстраверты, да. Я, например, не скажу, что я сильный экстраверт, я люблю общаться и все, но я напитываюсь и восполняю свои силы больше в одиночестве, в уединении. Я помню, когда я переехала сюда уже на ПМЖ, вот сейчас, я первое время просто с непривычки. В Москве ты так отвыкаешь от того, что можно встретить на улице доброго человека, который тебе улыбнется, который с тобой поздоровается. Москва такая очень суровая в этом смысле, и ты отвыкаешь, когда ты там живешь. И когда приезжаешь сюда, тебе кажется, что это все одна большая семья, то есть это даже не то, чтобы одна большая деревня, да, типа как поселок. Нет, это именно вот как будто семья, ощущение семьи в этом городе, когда ты в каждом прохожем человеке видишь кого-то, ну, человека, к которому можешь обратиться там, или улыбнуться просто без причины. Мне кажется, даже это уже очень ценно. В Инстаграме я насчитала целых 3 твоих страничек, возможно, есть еще. Возможно, есть еще. Одна страничка твоя личная, вторая страничка та самая Овен, которая про керамику, о керамике и о том, чем ты занимаешься. Мы об этом, естественно, поговорим чуть позже. И третья страничка – это совокупность тех вещей, которые тебя наполняют. Мне так показалось. Про кино, про книги, про музыку, про творчество и так далее. Я скажу, что меня удивило, и нигде я не увидела моду и дизайн.
Вот, очень удивительно, потому что много лет своей жизни, насколько, ну, сейчас тебе не так много лет, но да, прилично, да, ты уделила именно этому направлению, у тебя образование, насколько мне известно, тоже связано непосредственно с этой деятельностью, ну и как-то вот это все куда-то ушло, ну, по крайней мере, нигде не афишируется, с чем это связано? И как все это произошло? Не знаю, даже не знаю, что сказать. Я думала об этом, но я не знаю, что сказать, потому что меня постоянно об этом спрашивают, во-первых, с тех пор, как я ушла из дизайна, почему ушла из моды, почему, что не так, почему тебе так хорошо получалось, всем вроде нравилось, все реагировали, и не могут до сих пор понять, зачем я ушла, почему я ушла. Но я могу сказать, что я в какой-то момент была опустошена тем, что делает этот бизнес и вообще эта индустрия с человеком, если там нет условно каких-то навыков или исходных данных. То есть я не тот человек, который, как объяснить, в моде очень-очень важно завязывать связи, важно крутиться, вертеться, быть на виду. То есть, опять-таки, для меня это сложные моменты. То есть я как выпотрошенная после всего этого. Ну, Ты по складу другая. я более закрытая. Мне очень нравится творить где-то за кулисами, и потом просто, может, в какой-то момент представлять эту работу людям и давать им контактировать с ней. В том числе, как бы, в том, чем я сейчас занимаюсь. А вот там, наоборот, как-то надо быть постоянно на виду. И плюс процесс создания одежды, он очень многоступенчатый, очень. И у меня очень высокие требования ко всему. То есть начиная от кроя, заканчивая фурнитурой, помимо того, что просто ткань, которую хорошо сшили, плюс концепция и так далее. Меня так учили делать хорошо. И вообще меня, в принципе, родители всегда воспитывали так, чтобы, ну, Делаешь, если ты делай делаешь на все что-то, 100. делай хорошо, да. То есть для меня я очень строго оценивала всегда качество и, ну, очень старалась делать это хорошо в рамках своих возможностей, да, в том числе финансовых, потому что мода — это очень затратный бизнес. Это тот бизнес, в который ты вкладываешь и вкладываешь и вкладываешь и вкладываешь. И в том числе это поиск инвестиций, нахождение этих инвестиций. Я, наверное, не столь была мотивирована, видимо, до конца. То есть, может быть, когда я шла в фэшн, я не знала на тот момент и не допускала, что можно было, может быть, пойти в художники, а не идти в моду. То есть мне казалось, что я должна обязательно делать что-то прикладное, что-то функциональное. Ну, то есть это такой классный симбиоз и функции, да, и творчества. Дизайн одежды вообще это очень классная профессия и специальность, и мир, и процессы, они правда захватывающие. Я горела все эти годы, вот все годы, что я занималась этим, я горела этим. Это было мое любимое дело. Но в какой-то момент я поняла, что я отдачу не получаю в таком количестве, сколько вкладываю. То есть я себя всю вкладывала в это, но из-за того, что там с реализацией я сама лично как бы не справлялась. Вот опять-таки... Ты не думала подключить кого-то? И я имею в виду помощников. Сейчас там огромное количество продюсеров, агентов и так далее. Ну, думала. Люди, которые помогают продвигать, Меня, может в принципе, быть, вести те же самые переговоры, общаться да, в то время, пока да. ты наполняешься и занимаешься творческим процессом. Ну, во-первых, не встретила такого человека, пока работала. Во-вторых, вообще, когда у меня все это произошло, вот когда был ковид, и мы застряли в Москве, я в Москве еще жила, например, мы сидели в 4 стенах, я не знаю, несколько месяцев, там, в Москве был жесткий карантин, никуда нельзя было высунуться. И ты волей-неволей ты сидишь, и ты начинаешь сам с собой рассуждать, там, какие-то вопросы такие важные себе задавать. У тебя полно как бы вагон времени, который ты не можешь деть никуда. И я задала себе, видимо, какие-то вопросы, на которые дала себе ответы. И я поняла, что я, наверное, во всем этом мне больше всего нравится создавать что-то и выражать себя через это, транслировать что-то, да, вот что у меня внутри там созревает, и я могу это выразить в материале, в том или ином. И вот именно, наверное, что процесс творчества как такового, он для меня самый важный, все как бы. То есть вот это вот все остальное, что мне казалось, что про меня, что мне важно там сделать бренд, который будут знать, который будут покупать.
на самом деле, вот я вот копнула поглубже, и я поняла, что, оказывается, не настолько для меня это было важно. То есть для меня был сам процесс создания максимально захватывающим. Это было то, что давало мне ресурс, что меня мотивировало, что меня какой-то драйв, какое-то постоянное состояние драйва. Ну вот я поняла, что... А потом думаю, если для меня важно просто творить, выражать себя и говорить с людьми через свой материал, зачем тогда обязательно мода, да? Как бы я там не любила одежду и прочее, ну вообще процесс создания одежды, можно же просто, я не знаю, сесть и либо писать, либо рисовать. Ну, писать в смысле тексты, не знаю, что. С этим у меня тоже есть как бы склонность и прочее. Я люблю это. И вот я просто, пока я сидела на этом карантине, я ничего от себя не требовала, я просто села и стала рисовать. Просто рисовать какие-то такие наброски, портреты и прочее, прочее. И вот меня просто вот... То есть благодарность карантину и ковиду. Да, да, ковиду не знаю, но карантину, да, правда. Но я думаю, любому человеку, мы постоянно в такой гонке, нам всем нужно когда-то вот в какой-то момент Остановиться чуть-чуть и подумать. остановиться и подумать. Потому что вот если ты постоянно куда-то бежишь, особенно когда живешь в Москве, ты постоянно куда-то бежишь. У тебя нет времени вот этого, чтобы вот сесть и подумать, а чего я хочу. Много ли времени ты живописи уделяешь сейчас? Нет, я практически не пишу сейчас. Не пишу практически, но хочу вернуться и возобновить. И писать, и на бумаге, и маслом, и акрилом, и всем, чем хочешь. Тут опять-таки, я думаю, я застопорилась в тот момент, когда стала от себя что-то требовать. То есть появилось вот это вот все, я уже не могу себе позволить рисовать или писать, или там что-то делать, собирать скульптуры не идеально. Ну, то есть вот этот глупый цензор в голове, он меня, конечно, душит регулярно. И я скучаю очень по рисованию. Я когда рисую, я очень заземляюсь, и мне спокойно, у меня такой какая-то очень такая гармония появляется, воцаряется внутри. Мне вот именно рисование, помимо керамики, рисование и вот работа с материалом, не знаю, с той же проволокой, мне очень нравится возиться. И когда я позволяю себе просто, опять-таки, отключить мозги и просто творить, ваять, и позволяю вот чему-то... Это сложно объяснить на самом деле, это просто какой-то внутренний порыв, который тебя ведет, который ведет твою руку, когда ты рисуешь, который ведет твои пальцы или что, когда ты лепишь, то есть куда пойдет изгиб дальше. Это очень интуитивно, в моем случае. Я очень интуитивно творю. Вообще все, что делаю, я делаю интуитивно. И мне кажется, в этом моя сила, но у каждого она своя. То есть, я думаю, у всех по-разному. И вот, например, вот эта работа, она одна из последних. И вот мне сейчас, например, сложно. Вот это было более ранее как раз-таки, и она была написана когда год назад, когда вот выставка у меня была, или даже раньше, где-то года 1,5 назад. Но вот я стала уходить даже от такой абстракции, да, которая все равно что-то имеет с реальностью общую, к совсем полной абстракции. Но здесь я часто теряюсь, потому что я начинаю себе задавать неправильные вопросы, типа, а что это, а как люди это считают, а почему она не оформлена, там, да, сам даже силуэт. Но при этом душа просит так написать. Душа Что просит... ты вкладываешь, когда ты писала эту работу? Вот я не могу даже объяснить, что именно я вкладываю. Опять-таки, потому что такая работа, она создается без участия разума, больше так скажу. Правда, то есть это надо учиться, себя этому учить. Давать себе эту волю и давать себе эту свободу.
и не ожидать от себя постоянно каких-то определенных результатов. Это очень сковывает, это очень ограничивает и стопорит. Поэтому я вот на какой-то пока паузе, но надеюсь, что, надеюсь, что возобновлю. Вернулась в Абхазию ты буквально вот несколько лет 2 назад. года назад, в 2020 году. Первые месяцы. Вот. Счастье. Что отдыхаешь, некуда спешить, нечего делать или как? Нет, я поняла, что сделала Или я правильный дома. выбор. У меня не было ощущения, полного ощущения дома ни здесь, ни в Москве. Вот всю мою жизнь я не могла понять, где мой дом. Даже сейчас? Как бы это ужасно не звучало. Ну да, ну потому что я же как, я то тут жила, то там жила несколько лет, а потом опять сюда переезжала, потом опять туда. И вот это вот какая-то дуальность даже в этом, то есть я не могла определиться. И вот именно сейчас, здесь и сейчас, когда я сюда приехала 2 года назад, я думаю, вот сейчас я там, где я должна быть. То есть в этот раз это, видимо, было очень осознанно. И как-то из глубины, из меня само это решение, оно как-то вышло, естественно. И поэтому я приехала, конечно, я кайфовала, плюс у нас этот май, самая прекрасная пора, не знаю, тепло, сухо, гуляешь, солнце, все дела, особенно после Москвы, это такой контраст. Как, что, с чего все началось? Здесь уже дома. Началось еще в Москве, вот когда я рисовать начала, все. Здесь ты просто продолжила. Я просто продолжила. Ну, был момент, конечно, когда было сложно, потому что я всем так говорю, вот, бросайте нелюбимые работы, там, идите, занимайтесь тем, что нравится, либо пытаюсь всегда как-то замотивировать, чуть-чуть развивать какие-то свои либо давать себе просто какую-то отдушину, да, то есть есть люди, которые увлекаются чем-то, но они почему-то себе не позволяют даже на уровне хобби какого-то или увлечения себе заняться этим, не знаю, на выходные или что. Вот есть люди, очень многие люди, которые прикольно рисуют. Я знаю многих людей, но они там, не знаю, бизнесмены, чиновники, еще кто-то. Сядь, порисуй. Ну, нет, не до того, времени нет. Ну, короче. Может быть, это из-за того, что это не так сильно востребовано. Может быть, это из-за того, что, будучи художником, не имея каких-то дополнительных доходов, тяжело себя содержать. Никто же не говорит, что обязательно надо все бросать, как я. Это я такой человек, таких кардинальных решений, а вообще никто не заставляет. То есть для того, чтобы порисовать, тебе не нужно уделять этому часы своего времени, чтобы просто там подчеркать что-то на бумажке. А навыки надо развивать. Ну, вот это, я думаю, проблема, потому что все думают, если рисуешь, значит рисовать надо профессионально и хорошо, а иначе нет смысла, позор, плохо, кошмар, умру. Ну, то есть, я думаю, вообще, почему я смогла перейти в искусство, потому что с самого начала я от себя ничего не требовала. То есть это был какой-то момент такого, я вот отпустила просто ситуацию, хоть я свой самый строгий критик, и всегда как бы хуже меня самой меня никто не критикует. А тут я просто думаю, ну и пусть. Ну вот я новичок, там, допустим, в плане изобразительного искусства. Да, мы рисовали всегда и дизайны, и эскизы, я рисую хорошо, там, технический рисунок, что касается одежды. Но вот там какие-то портреты или что-то такое у нас не было такого особо. Вот смотри, у наших зрителей сейчас может возникнуть такое мнение. Ну, а что ей мама, папа смогут содержать, ей главное заниматься любимым делом и делать то, что она хочет, ну, а так не получается у всех остальных, да? Я не могу не спросить, приносит ли твое любимое дело на сегодняшний день тебе доход? Ты можешь сказать, что то, что ты любишь, тебя кормит? Это очень старый стереотип вообще, что если художник, сразу голодный, неприкаянный, голодающий, не имеющий материалов и прочего. Это стереотип, он очень устаревший. И то даже в те годы, когда он сложился, было немало художников, которые прижизненно могли себя и содержать там, и были раскручены и так далее. И их знали, покупали их произведения. Мне кажется, это просто стереотип. Это очень старый, очень живучий стереотип, потому что, не знаю даже, я не могу сказать, там, что у меня есть какая-то инструкция, как зарабатывать на этом. Просто, мне кажется, надо делать то, что ты любишь.
Если ты делаешь то, что ты любишь, чем бы ты ни занимался, это найдет выход. Это найдет выход в том числе, то есть это тебе вернется обратно чем-то хорошим, по-любому. И в том числе, мне кажется, поэтому я сюда и пришла, потому что я стала просто прислушиваться к тому, что на самом деле я хочу, что на самом деле я люблю. И делать, и вот я каждый день учусь этому. То есть у меня до сих пор есть какие-то рамки в голове, есть какие-то стены, которые мне приходится толкать, рушить и прочее, там, что вот здесь надо сделать так, а здесь, там, например, если это взять мой цех, да, бренд керамики, то это уже такая более коммерческая тема все-таки. Хоть я и творю отдельно как художник, то есть я не перестаю, тем не менее цех керамики это бизнес. И здесь тоже мне мешает голова. Я уверена, что даже в бизнесе здесь мне надо руководствоваться именно сердцем и тем, что вот как душа моя как велит, так и надо А делать. чем голова мешает? Голова постоянно нет. Во-первых, в моем случае точно не работает. Когда я слушаю свою голову, у меня все получается как-то, не знаю, более ограничено, более безопасно. То есть я боюсь рисковать. То есть я постоянно себя вот это вот сдерживаю. Это такие нехорошие процессы, они плохо влияют на то, что делаю я. Это не универсально абсолютно рецепт и совет. Я не могу всем посоветовать, типа, слушайте свое сердце, там у вас все будет хорошо. Я просто вот уже годы работая, уже много лет уже работаю там и в моде и так далее, я поняла, что в моем случае срабатывает, а что не срабатывает. Как твои руки дошли до керамики? Где ты этому училась? Первое ваше знакомство, с чего оно начиналось? Возможно, оно зародилось намного раньше, чем все остальное, просто мы об этом не знаем. Ты задаешь правильный вопрос, и я вспоминаю на самом деле, где это началось. Есть одна девочка из Махачкалы, она керамистка, она художница-керамистка. У нее, кстати, тоже такая получилась смешанная история. Она дизайнер одежды, и в какой-то момент она пошла в Москве на курсы керамики, ручной лепки, и увлеклась, видимо, керамикой и стала творить уже в глине, но не бросая там одежду, текстильные какие-то истории. И вот она меня очень вдохновляла, и у нее потрясающая керамика, у нее какие-то супер живые формы. То есть она как будто ткань переносит в глину. У нее глина задрапирована, живая. У нее очень неправильные формы, они часто нефункциональные, но они безумно красивые. И вот, глядя на нее, у меня зрело вот это желание попробовать себя в керамике, попробовать этот материал. Давно зрело, где-то, наверное, год, может быть, 1,5, может, даже 2. Я постоянно маме показывала, скидывала, я говорю: мам, посмотри, как красиво, мам, посмотри, как красиво. Все хотелось записаться на эти курсы в Москве, где она их прошла. Ну, как обычно, все не до того, опять-таки, да, то есть вроде я человек творческий, но мне тоже не до того было идти там и лепкой заниматься. И вот, когда сюда я переехала уже осенью, здесь моя мама, опять-таки, в общем, моя мама всегда мне находила эти Путеводная развилки, звезда. да, мои развилки в жизни, как будто она мне прокладывала эти пути. И она говорит: вот здесь должны запустить курсы гончарного ремесла. А вообще она сама хотела всегда именно вот на гончарном круге научиться. Она говорит: пойди туда, как раз себя займешь, как бы, учитывая то, что я приехала сюда, бренд закрыла свой, как бы одеждой не занималась, я была свободна, считай. Она говорит: может, пойдешь? Давай, пойду. Хотя на гончарный круг меня не тянуло. Мне нравилось именно вручную лепить. Но там не было выбора, я и пошла. Это вот в Артеле, в студии Артель, у Даура Гумба. Преподавала мне Сабина Ахиба, девочка, которая сейчас тоже керамистка, самостоятельная, она уже сама работает. Мы с ней дружим в прекрасных отношениях, помогаем друг другу и так далее. Вот с тех пор началось. Я училась, получается, где-то месяца 3-4 мы ходили на курсы, и параллельно я попросила Сабину там и сама, что смотрела какие-то видео, училась сама, по ручной лепке больше. Меня стало уводить вот именно вручную, потому что руками ты работаешь больше как скульптор. Потому что на круге это больше как ремесленная тема, потому что, во-первых, форма правильная. Правильные формы меня не вдохновляют, они мне не интересны, мне не интересно их самой создавать.
Меня вот именно вот что-то такое живое, может, какое-то похожее на человека, либо на какое-то живое существо, да, с какими-то изгибами и неправильностями. Вот меня, ну, просто засосало. Любой навык надо развивать. В принципе, это касается абсолютно всего. Тут уж тем более именно в этом ремесле ты себя там попробовала буквально недавно, но уже такие успехи, это все не просто так однозначно, ты над собой работаешь по сей день. Я думаю, что я могла бы быть на сегодня гораздо более подкована в каких-то, не знаю, моментах технических. Даже сейчас, вот, когда у нас появилась печь, я толком не разбиралась нормально в тонкостях обжига, там отдельно целый мир, там физика, химия, все, что хочешь, глазури, реакции, совместимость, цепляемость. Я не уделяю должного внимания и времени на самом деле такого, какое надо бы уделять всему этому, я могла бы быть гораздо дальше сейчас. А так, конечно, если ты постоянно что-то делаешь, постоянно смотришь, развиваешь насмотренность, это вообще один из таких очень важных навыков, мне кажется, для человека, который с чем-то, с визуалом работает или с чем-то, вот, ну, что связано, да. Нас и в британке так учили, постоянно смотреть, постоянно отслеживать, пропускать через себя, но при этом быть селективным. То есть не все подряд, это тоже надо понимать и учитывать. Ты должен учить себя видеть красивое, прекрасное, хорошее, качественное, обучать себя этому, воспитывать в себе вот это вот и вкус, и ощущение качественного продукта, да, то есть, мне кажется, это все очень важно. И вот это вот все по чуть-чуть собирается во мне, вот я годы свои живу, из года в год у меня есть такой опыт, у меня есть такой опыт, здесь я почерпнула это, здесь я почерпнула это. И плюс обязательно всегда учиться, не останавливаться, обучаться. Твое любимое дело перевоплотилось, так можно сказать, Хорошее слово. в такой мини-бизнес, пока мини, дальше, даст Бог, будет и побольше. Как этот переход вообще случился? Что ты имеешь в виду? Я С имею в момента, виду, пока я одна работала, да, а потом одна решила, работала, да. сейчас ты, ну, расширяешь, и у Да. тебя есть уже свой помощник, плюс ко всему у вас мастер-классы, к вам приходят как дети, так и взрослые. Помимо этого ты свои работы, готовые работы уже продаешь. Вот, ну, это же бизнес. Да, конечно, но как по-другому и не получается, если ты, даже если ты художник, ты все равно продаешь Да, свои выхлоп-то работы. должен быть. А с керамикой это тоже классно. Вообще керамика это супер вещь, потому что это огромный мир, и в нем очень много разных возможностей, путей развития, вариантов, раскладов. То есть, если там кто-то сейчас еще запустит здесь керамический цех, вариантов того, что он может делать, как он может на этом зарабатывать, как он может развиваться, их сотни. То есть керамика — это прям вот такой материал, который тебе открывает для тебя огромное количество разных путей. А у меня произошло, наверное, потому что я не решалась взять человека в штат, потому что я всю жизнь, что работала с людьми, я всегда работала по найму. То есть там договорная какая-то тема, в рамках проекта мы реализуем там что-то, те же швеи, конструктора и прочее, когда я работала в одежде. Но это все вот сработали, расплатились, разошлись. То есть я никогда не брала, я боялась брать себе людей в штат и на работу, там, на зарплату и прочее. И тут произошло, видимо, сложилось, сложились как-то обстоятельства, и мне предложили пройти программу, по которой мне помогали приобрести и пройти курсы по повышению квалификации, а я со своей стороны должна была взять кого-то из местных ребят и устроить к себе, научить этому своему ремеслу, тоже поднатаскать, как бы дать какой-то навык. И вот как раз сошлось, получается, я смогла решиться, потому что было, правда, боязно. Но не все, ты не уверен, там, сможешь, вывезешь, будет ли расти, будет ли приносить прибыль, да, делать. То есть это такой момент тоже был, надо было определиться, чего я хочу. Если я хочу, чтобы это был бренд, чтобы это был бизнес, значит, это надо делать.
И вот я решила, что да, я бы хотела, пусть будет. И вот у меня появилась моя любимая пчелка Инара, которая мне очень помогает. И как раз вот ты говорила, почему я в тот момент не нашла. Мне безумно повезло, что у нас там так сошлись, и видение как-то сошлось, и восприятие, и чувство прекрасного, я не знаю. Ну, правда, очень повезло. Say you didn't mean it. What you said, take it back, make it better. Say you never needed anyone, you don't wanna run. Здесь большей частью работы с мастер-классов, как раз вот первый мастер-класс, который мы провели, пару недель, мне кажется, всего только как запустили, получается, несколько их было. И вот здесь работа и детей, и взрослых, и мастера Марии, которая ведет эти мастер-классы, наши какие-то работы, которые Нара и я здесь делаем сами в цеху. Les garçons qui s'attendrissent devant elle. Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non. Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle. Elle fait pleurer les garçons et elle a bien raison. Elle fait pleurer les garçons. Elle fait pleurer les garçons. Elle fait pleurer les garçons. Elle fait pleurer les garçons et elle a bien raison. Мы как-то пока ищем свой какой-то язык, наверное. Я все-таки пытаюсь это сформулировать и вычистить вот этот ДНК какой-то бренда, да, то есть чтобы это было очень чисто и понятно, и мы транслировали что-то очень такое определенное и не распылялись. И вот пока вот это я вычищаю, я, конечно, делаю упор на наши изделия. То есть мы с Инарой садимся, и я, там, например, задаю тему, говорю, давай вот поищем какие-то артефакты там, или старые археологические какие-то объекты, или вот там найду какую-нибудь иллюстрацию, говорю, давай посмотрим, там, посмотри, вот здесь там такая деталь классная, это, давай попробуем воспроизвести там и прочее. Или какие-то атрибуты абхазского быта, да, вот это вот то, что мне нравится, что я хочу переносить в керамику, да. И хочется рассказывать историю нашим продуктам, то есть мне не хочется просто там делать кружки и продавать их. Есть люди, которые занимаются этим, их это устраивает, их это наполняет, и им этого достаточно, они кайфуют от этого. Мне интересно немножко другое, вот мне интересно больше, наверное, как-то концептуально это больше. А можно сказать, что это такая вот ближайшая перспектива, которой ты и что ты для этого сейчас делаешь? Что ты имеешь в виду, именно Вот абхазское да. это? Да, конечно. Да, у меня изначально с этого пошло. Мне изначально стало интересно. Я, когда приехала опять-таки сюда, я пошла сразу в музей. Он как раз вот ремонт, да, ремонт же закончился, по-моему, как раз накануне моего приезда. Я сходила и посмотрела, там были какие-то прикольные объекты, экспонаты, которыми я вдохновилась. Потом уже на основе них я что-то там уже в керамике стала делать. Там. Вот мне интересно, ты фотографируешь или все-таки набрасываешь? Фотографирую, и потом могу рассуждать уже там, когда уже дальше мысль идет. Там же нет такого, что вот я посмотрела и взяла то же самое, слепила, и типа, ой, я вдохновилась. Это не так работает. Это реплика называется. То есть я репликами не занимаюсь. Я именно интерпретирую и пропускаю через себя. То есть это что-то, что меня зацепило в этом экспонате. Может, форма, может, какая-то гармония, да, вот всего этого. Может, цвет, может, какая-то шероховатость или поверхность, текстура какая-то, которую я хочу повторить. И плюс, естественно, если еще ты знаешь, может быть, функцию этого предмета, его назначение, откуда, где он был найден и так далее, какая история этого объекта. Это все так наслаивается, получается очень наполненная история. И вот ты ее уже переносишь вот в какой-то осязаемый объект, живой, современный, который вот сегодня рождается здесь и сейчас. И вот, наверное, это то, что меня вот, не знаю,
постоянный такой драйв я испытываю из-за этого, что можно погружаться и рассказывать историю через материал. Такие нестандартные подходы, нестандартная реализация идеи, она изначально задумана или это вот все в процессе рождается? Но ты же не, я думаю, что, я не знаю, мне кажется, что изначально ты не думала о том, чтобы слепить вазу, которая будет по форме напоминать чеснок или еще что-то. Я потом поняла вообще, что на самом деле, что меня вдохновило. Это очень прикольное вдохновение, что ты не всегда можешь отследить это в момент. Как раз-таки вот из одной из книг Воронова были иллюстрации старых каких-то глиняных изделий керамических, которые были найдены у нас где-то здесь, в Абхазии. И там был старый светильник, древний светильник. У меня есть даже фотография этой иллюстрации, да, сейчас не смогу показать, но я когда ее закончу, она не закончена. Когда она уже будет закончена, я уже все выложу, наверное, и расскажу историю, потому что вот как раз горлышко, высота горлышка, в целом сама форма в плане округлости, да, и прочего, пропорций, она похожа очень на этот светильник, но опять-таки при этом она другая. То есть этот светильник я давно показывала Наре, говорила: Нара, надо нам что-то в таком стиле сделать, надо сделать, но как-то не села и не сделала. А здесь просто я иногда сажусь и как-то по наитию, интуитивно делаю, творю, и собираю, леплю, приминаю там где-то, давлю, я чувствую, что вот, не знаю, да, наверное, как с рисованием то же самое, как со скульптурой, то есть я чувствую, что где-то надо надавить. А вот эта работа, мне тяжело передать свои эмоции, когда я ее видела на фотографии, первый раз увидела. Она мне показалась намного меньше, но она очень многозначительна, так скажем. В каком настроении, в каком состоянии рождается такая работа? Как придумываются названия работам твоим? Как этот процесс весь происходит? Ну, конкретно с этой скульптурой, вазы даже не могу назвать, это скорее скульптура. Я ее собирала после февральских событий. Я занималась другим проектом, вот есть вот эти объекты, они из другого были. Как раз вот у меня был похожий по настроению проект мой личный, но не такой, наверное, эмоциональный, как этот. И вот я просто выпала, я не могла, вот, наверное, несколько недель в себя прийти, когда все это произошло, я была в такой очень растерянности. И в какой-то момент я пришла, ну просто повело меня, я не знаю, как это объяснить, просто повело, я села, я накидала несколько набросков. Это, мне кажется, был в первый раз, когда я керамику собирала, сперва накидав эскизы. То есть я накидала несколько эскизов, примерно поняла, что я хочу. Я поняла, что я хочу, чтобы было как 3 рта, наверное, что-то такое. Ну, сама форма тоже просто разные там, да, варианты были по высоте, по пропорциям. Но сама идея, да, сосуда, она вот сама как-то во мне родилась, я ее собрала. И, наверное, вот это вот очень, ну, какая-то буря эмоций, которая во мне кипела, вот я не могла обуздать, я не могла вообще даже понять, что я испытываю, потому что это было, ну, такой, наверное, как удар, наверное, когда это началось все, ну... Ну, вот как раз история про твою чуткость, про, Да, ну, про то, как ты наверное. воспринимаешь мир. Наверное, знаешь, про что? Про то, что художники, наверное, они не могут дистанцироваться. То есть при всем желании не получается. Потому что вроде там меня лично не касается и все прочее, да, могла бы и не переживать, могла бы как нет. Но вот я почему-то очень так, опять-таки, не смогла дистанцироваться, не смогла себя оградить. И вот оно как-то как будто прям, вот, знаешь, выплеснулось из меня. Я по-другому не могу даже сказать. Каким ты видишь свое будущее? С чем ты его связываешь? Ну, в любом случае, с каким-то процессом созидания. Не хочу даже загадывать, сложно загадывать, мир так меняется быстро изо дня в день. Не знаю, сложно сказать. И не хочется загадывать, потому что еще пару лет назад, может, я бы и не сказала, что сегодня я буду заниматься тем, чем я занимаюсь. И не подумала бы, наверное. Вообще, и так планы строить всегда было сложно в моем случае, а сейчас, когда все настолько быстро меняется, я даже не знаю. Но есть ли какие-то такие
четкие цели, и планы, связанные с творчеством. Я понимаю, что тяжело загадывать там, на годы вперед, но там, на ближайший год-два. Ну, может, просто в рамках моей практики как художника я бы хотела, как, может быть, нащупать какой-то свой стиль, свой голос, свой почерк, потому что я довольно зеленый художник в этом смысле. То есть я же не так давно начала этим заниматься в таком ключе. И это не настолько быстрый процесс. То есть найти себя там, да, в каком-то материале, в каком-то сочетании материалов, найти какой-то свой язык. Получается, ты просто создаешь свой визуальный язык, которым ты уже пользуешься и транслируешь что-то важное для себя. Наверное, это такая глобальная цель в том, что касается меня как художника. В том, что касается работы, там, бизнеса и предпринимательства, наверное, хочется расширения. Я бы хотела выйти на российские рынки, возможно, заняться чем-то типа сувенирки. Мне вот всегда очень нравились сувенирные все эти безделушки и прочее. Я тот человек, который их, во-первых, покупает сама везде и всегда. И я люблю классные сувениры. И вот есть такая цель давно, с тех пор, как я сюда приехала, я хочу сделать классные абхазские сувениры. Вот прям вот такие, которые не стыдно подарить кому-то, я не знаю, в подарок привезти, из путешествия, чтобы они транслировали что-то важное, что есть в нас, что есть в Абхазии, в При этом, абхазах. чтобы это было современно, стильно, Конечно, модно. конечно, чтобы это было красиво, в конце концов, чтобы это было качественно. И не знаю, как-то я не встречаю особо этого сейчас, и хочется это дать людям. Вот ты сказала о том, что ты довольно зеленый художник. Да, я еще Да. пока считаю себя так. Несмотря на это, ты все-таки решила развиваться, не закрываться от мира, показывать плоды своего труда и процесс. Можешь ли ты себя назвать смелым человеком? Да, Слушай. достаточно ли в тебе смелости? Вот, на Меня твой взгляд? называют часто смелым, но я себя постоянно подталкиваю. То есть я постоянно сама себе внутри, как такой очень строгий тренер себе, там, спортивный тренер, кричу там: смелее, 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 давай, давай, решайся, смелее, потому что по-другому неинтересно. Каждый день стараться, надо себе какой-то бросать вызов. И не просто бросать, но принимать этот вызов. И у меня даже бывают периоды, когда у меня есть такая своя какая-то практика, вот я просыпаюсь и думаю, а вот чего я боюсь, там, какой у меня страх сегодня. И если я его нащупала, я иду и делаю это. То есть я специально себя ставлю в те ситуации, в которых мне вроде бы страшно, но вот я преодолеваю какие-то, получается, свои внутренние вот эти блоки, преграды таким образом. И это очень тоже такой интересный процесс и помогает как-то к себе прийти к настоящему, наверное, когда ты каких-то таких... А чего ты страшишься? Страшусь? Разных вещей. В том числе очень многого, что связано с социальной жизнью, с коммуникациями с людьми и прочим. Я в таких вещах часто стрессую. Даже вот то, что мы сейчас даже то, что мы сейчас снимаем, это для меня тоже такой... Насколько для тебя важно общественное мнение? Вообще в Абхазии это такая тема номер один, мне кажется. Всем все надо, все за всем следят и за всеми Я когда следят. сюда переезжала, я себя подготовила к этому. Я подготовила себя осознанно к тому, что, Сана, если ты переезжаешь сюда, то ты все равно, даже несмотря на то, что ты живешь в консервативном обществе, что здесь все знают тебя, твою семью и прочее, ты все равно стараешься, идешь навстречу себе, раскрываешься и пытаешься раскрыться максимально, не притворяясь никем, не загоняя себя в рамки. У нас же как бы эти рамки, они довольно жесткие, и не так просто их раздвинуть там, да, и выйти за их пределы. Но я как-то с собой вот прям договорилась, прям... Получается не изменять себе в этом плане? И да, и нет, может, в каких-то мелочах. То есть есть вещи, которые ты даже уже не замечаешь за собой. Ты делаешь, там, поступаешь как все, потому что ты привык.
не все можно отследить, короче, где ты проявился как отдельная личность, а где ты сделал так же, как все, потому что так принято. Ну, тут уже, знаешь, момент такой рефлексии, то есть если ты тратишь на это время, силы, ресурс, чтобы проанализировать, да, и понять, то ты заметишь.